Якутске. Жара, зима среди лета, белые ночи и эсэх. Это может быть самый насыщенный месяц в году. Начать следует с прогулки по старому городу. Здесь мы еще не гуляли. Это реконструированный историко-архитектурный комплекс с музеями, воссозданной чурочной мостовой, выставочными комплексами и хорошими ресторанами, где можно просто отведать местную кухню. Здесь даже сохранились островки с омощением настоящим деревом. В старом городе минимальный трафик, очень тихо и царит умиротворяющая атмосфера. Есть что почитать, где пофоткаться и погулять. И если будете в этом районе, то обязательно посетите сокровищницу Якутии. Снимать там нельзя, потому что там выставлены очень дорогие экспонаты из драгоценных металлов, алмазы, образцы всех природных ископаемых, добываемых в Якутии, и образцы ювелирного мастерства. Очень советую. Из-за продолжительных холодов, как я говорил в предыдущих роликах о Якутске, если не смотрели, то обязательно посмотрите. К озеленению и высадке цветущих растений в клумбы приступают в июне. Но из-за такое короткое лето клумбы успевают порадовать обильным цветением. Земля холодная, поэтому по городу много вазонов с цветами. Кроме позитивных изменений, после зимы есть и неожиданности. Вот так идешь, а тут тротуар провалился. Дальше идешь, а тут и сваю выдавило. На месте старых деревянных домов строят дороги, дома, и некоторые сваи остаются в земле, а мерзлота их потом выдавливает. Потом приходится их выкорчевывать. Мерзлота не только сваи выдавливает, но и тротуары ломает. Вот негодяйка. Нет, ну я пеньки, конечно, на дорогах и на тротуарах понять могу, но чтобы вот так вот фонарь, который освещает дорогу, выдавило из земли, это вообще. На самокате здесь кататься такое себе удовольствие. На роликах вообще не встретишь никого. Я здесь скучаю по ровным ухоженным тротуарам. Еще одно место, которое обязательно нужно посетить, находится по ту сторону Лены. Поэтому мы направляемся на переправу Якутск-Нижний Бестях. И по дороге в Дубае, Байкал, Ольхон и другие всякие такие достопримечательности не увидите. Вот. Стоимость парома за машину и 3 пассажиров. Малой опять едет бесплатно. Дорога хорошая, но долгая. Без паромной переправы порядка 1,5 часов. Но оно стоит того. Это удивительно. Зима среди жаркого лета. Офигеть! Вы такое хоть где-то видели? Поделитесь впечатлениями в комментариях. Для меня это очень важно. А у меня сегодня обед с видом. Сейчас будем спускаться вот отсюда. Ух, что ты делаешь, муравей?
Не замерз? Не замерзнет тут. Еще чуть-чуть осталось. Ползи давай. Уиу, я тебе помог. Уиу. А комары здесь все равно есть. Ледышки плавают. Ну, вода из-под крана. Ну да, тут скользковато. Это ледник Булус. С якутского означает ледник или погреб. Здесь самая чистая пресная вода. Особое значение имеет присутствие в химическом составе родниковой воды кремниевой кислоты, которая замедляет процесс старения организма. А ледник живет по своим правилам. Если в тайге лето и плюс 30, то он остается во льду. А если за окном зима, лед растапливают горячие источники. Из-за этого зимой здесь образуются голубые наледи. Нужно будет съездить сюда зимой, тогда эти источники извергаются и, возможно, даже искупаться в этой воде, если так можно. Летом туристическая база Булус – это отличное место для отдыха, как бы большой природный кондиционер. О, тихо, тихо, это наша старая знакомая в парке. В июне якутяне активно готовятся к празднику, подбирают наряды, украшения, проходят множество мастер-классов. Наверное, больше ни к одному празднику так не готовятся. Люди собираются с семьями и едут с ночевкой на праздник Эсэх. Здесь получают благословение и очищение, проводят коллективную молитву, встречают ладошками солнце следующего дня, танцуют, коллективный танец Усу-Хай.
ремесла, животноводство, производство, национальные блюда, одежда, игра на различных инструментах, танцы, художественное искусство, состязания игры Дагына, скачки и более 100 мероприятий для всех возрастов. Это очень масштабное и красивое мероприятие. Ехать нужно с провизией и палаткой. 2 дня в местности Усть-Хатын можно было увидеть все, чем живет Якутия. Тактику прямого боя, прямой атаки. Наши роботы, меха-робот. Что-то за 300 рублей сертификат. Сахаларга, уруй! 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 Айхау! 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 Аргыскыга каршы кадері мақтау! В резюме по июню это однозначно самый насыщенный месяц. Море впечатлений и удивительных мест. А еще в июне пропадает ночь. Покажу закат напоследок. Это белые ночи. Пока-пока.